радуются, говорят, речевки здорово сплочают ребят. 17 отрядов, и у каждого свой собственный лозунг. Более 450 детей отдыхают в этом месяце в лагере Эрзи. Досуг для них организовали в самом живописном месте республики, в Горной Ингушетии. По-видимому, именно свежий воздух так повлиял на детей. Спустя неделю, проведенной в лагере, от скованности и стеснения не осталось и следа. Соревнования бывают постоянно, игры бывают, все бывает тут, все хорошо тут. Играем постоянно. Воспитатель очень хороший, директор хороший. К примеру, сегодня дети разрисовали центральную площадь своими рисунками. Конкурс под открытым небом прошел на ура, и вскоре вожатые определят лучших и вручат им грамоты. Но несмотря на насыщенные развлечениями летние деньки, находясь вдали от дома, дети порой скучают по родственникам. Увидев съемочную группу, ребята решили воспользоваться случаем и передать привет родным и близким. Я хотела передать привет своей бабушке Мартазану Лемке. Я ее очень люблю. Хочу пожелать ей долгого счастья, долгой жизни. Маме удачи, красоту, любовь и счастье, чтобы она никогда не скучала. Вожатые защищаются по-всякому, лишь бы дети не скучали и чувствовали себя как дома. В этой большой семье даже сложилась своя особая традиция. Всех именинников поздравляют весьма оригинальным способом. Мы дарим что? Эхо! О, эхо. И вот там как раз Черная гора, это граница с Грузией. Вот это эхо, 400 голосов, как дадут залп, и снова летит. И снова оттуда эхо раздается. Именинников сегодня не нашлось, тем не менее дети вспомнили, что в этом году республика отмечает свой юбилей. Раз, два, три! Ребята просто в восторге от того, как они проводят летние каникулы. Просыпаешься, вокруг друзья, вместе на завтрак, конкурсы каждый день, а вечером горы сотрясаются от звуков зажигательной лезгинки. У меня тут появилось очень много друзей, они все очень хорошие. 21-го мы все уезжаем домой, и мне бы не хотелось покидать это место, потому что оно очень запоминающееся. Я хотела бы приехать сюда снова. Футбол, настольный теннис, шахматы и шашки. Каждый найдет себе занятие по душе. Но развлечениями на территории лагеря здесь не ограничиваются. Вожатые заинтересованы в разностороннем развитии детей. Дальше у нас программа расписана по группам. Мы по 2 группы в день отводим на Экигал, экскурсию по башням. Рассказываю историю наших предков, пикники устраиваем и сейчас начинаем взрослых втягивать стрельбой из лука. Наши древние, наших предков, охота, это все рассказываем. И также показываю, как правильно обращаться с луком. Эмоции у детей бьют через край. Под бодрые кричалки ребята отправляются на обед. В столовой не осталось свободных мест. В настоящее время в лагере отдыхают дети из Сунжинского и Наздрановского районов. А 28 июня сюда прибудут малгобекские школьники. Марина Муталиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.